Само городище Кашан идентифицируется с городом Кашан. Город Кашан у нас известен по письменным источникам как богатый город Волжской Болгарии, который находился на транспортном пути на берегу реки Кама. И упоминается в русских летописях конца XIV века, когда этот город уже разоряют. То есть сначала новгородские войска, и потом уже войска московские. То есть город прекращает свое существование, и очень долгое время пытались найти следы как раз-таки этого города. Дело в том, что в ближайших местах располагается ряд других тоже городищ. Например, слева от меня, примерно в километре или двух, располагается городище Кашан-2, который тоже некоторые исследователи называли городом Кашан, именно летописным городом. То город действительно был довольно-таки крупным в то время, но, тем не менее, в XIV веке он прекращает свое существование. Почему? Дело в том, что с южной стороны мы все-таки находимся на берегу реки, и это естественная защита, то есть дополнительная защита. Я уже сказал, с двух сторон овраги, тоже дополнительная защита, где, как известно, обороняться на горе довольно-таки просто, легче, чем нападать с горы. Поэтому такие вот небольшие укрепления были все-таки с южной стороны, но основная система защиты, она была с северной стороны. С северной стороны вал у нас... Верхняя часть, да, вот у нас здесь посмотреть. Вот у нас небольшая система защиты вот сохранилась тут, и основная она с северо-западной стороне. То есть там такие фундаментальные были валы и, как я уже сказал, дополнительные защиты в виде стен. То есть сделано, вот, как можем заметить, в узком самом месте, довольно-таки грамотно с точки зрения фортификации. На другом берегу Камы находились два городища, которые тоже называли ряд исследователей, но тем не менее пока считается, что именно вот эта площадка является городищем Кашан. Сейчас мы стоим с вами в самом сердце домонгольской Волжской Булгарии. Вот. Уже к концу X века появляется каменная часть мечети, которая стала символом государства. Михрабная часть у нас вот в ту сторону. Как раз михрабная часть показывает, где у нас располагается Мекка. Находилась кафедра имама, он произносил проповедь и совершали молитву. Вот. Вообще город был построен из дерева и из кирпича. Дерево, понятно, доступный материал. Здесь территория смешанных лесов, очень много было дубрав. А кирпич, здесь хорошая глина. Но не только из-за того, что хорошая глина, они строили из глины, а из-за того, что нет выходов хорошего природного строительного камня. Самые ближайшие такие качественные выходы — это на берегах Камы, но до них 50 километров. Чисто экономически невыгодно было таскать камень на строительство монументальных и крупных зданий. Но мы стоим около каменного здания. Потом на фотографии мы увидим, внутри него есть фундаментная часть, которая зашита как раз вот этим рваным бутом. На главную мечеть государства они заморочились, вложили средства и привезли камень. Отдельно стоящий минарет был. И побывавший здесь Рычков в 1769 году, он еще описывает, что высота минарета достигала 24 аршин. Один аршин — это 70 сантиметров, да? И он описывает здания кирпичные, руины, конечно, которые были на территории вот этой площадки, городка, как он пишет, которые активно разбираются на строительный материал местными жителями. Потому что мы с вами знаем, что вторая жизнь Белярска уже началась в 1654 году.
Еще есть сведения в письменных источниках, что когда уже стрельцов расформировали, образовался Белярский ландмилицкий драгунский полк, во время учений они из пушек полили по оставшимся зданиям и по валам. Ну, в качестве мишени использовали. Вот. И у нас был вот интересный случай, раскоп 44-й. В 15 году мы копали. Опять-таки косвенные свидетельства того, что местные разбирали на строительный материал древние здания. Был вкоп в районе печи кирпичной. И на дне этого вкопа лежало, ну, в переотложенном случае, ну, там их двоих отправили. Задание от Папы Римского было разузнать, что за безобразие движется с востока. И он говорил, что встретил девушку и спокойно с ней разговаривал на своем родном языке. И она сказала, что ее основной род живет вне пути отсюда. Вот. О доме феодала. И в научной литературе закрепилось название «Дом феодала». Плюс еще здесь как раз такие пилястры полуколонн. Представляем себе среднеазиатскую архитектуру, большой портал красивый, мощные стены, как внешние, так и внутренние. Когда появилось много аналогий и в Средней Азии, и в Хорезмской экспедиции, мы говорим о том, что это баня, а правильнее ее называть Тахарат-хана. На территории, где сейчас Италия, у них была такая хорошая традиция ходить в термы, в бане, да? И их технология терм через Ближний Восток, Среднюю Азию попала сюда. Именно квадратный кирпич. То есть это не ноу-хау белярцев и болгар. Это как раз технология, которая пришла, вот совершив такой крюк, сюда. За этой стеной было изучено кладбище знати. Сейчас на территории Беляра известно 5 мусульманских могильников. Именно мусульманских, языческих не найдено. Внутренний город был окружен 2 валами и 3 рвами. Протяженность их примерно 5 километров. 3 вала, 4 рва по 10 километров. Середина 13 века. Дочери правителя оказали сопротивление, их все-таки как бы скрутили и заставили насыпать гору. И чтобы не доставаться врагам, их отец Таршмал сбросился с горы и превратился в родник, а его дочери превратились в звезды и улетели на небо. Другая версия про 40 девушек. Это тоже защитницы Беляра, тоже они не сдавались до конца, бились до конца, но силы были неравные. В итоге они превратились в лебедей и улетели.